Как вы относитесь к инициативе Кабмина об открытии казино? Я думаю, отрицательно, потому что многие люди же против же. Надо все-таки считаться с мнением народа. А вы сами когда-нибудь казино? Нет, не посещал. Не играл даже. Категорически против. Потому что, знаете, чтобы пополнить бюджет, мы можем использовать разные методы. Но чтобы обогащаться, человек может украть, он убивать кого-то. Это тоже способ обогащения, да? Но это же не дозволено. То же самое. Вот такое отношение. Поэтому нельзя допустить такое. Я думаю, это нормальное явление. Это народ, общество должен решать. Как им это подойдет, нам не подойдет. Но весь мир казино играет. Тут ничего удивительного нет. Ну, пусть принесут, посмотрим. Главное же обосновать, главное до общества довести. Нормально это или ненормально. Сами посещали казино когда-нибудь? Я, пару раз, наверное, бывало, но я не игрок. Во-первых, ставку делать азарт должен этот человек, да. Во-вторых, деньги. А у меня таких денег нет. Если для граждан Кыргызстана, я против. Или другие вопросы будут, я должен посмотреть, что там есть. Негизеле ислам дининде тыю салынат. Сами в казино не ходили? Ходил когда-то. Это было еще... Не это для развлечений ходил. Ну, для каждый день нет. Это давно было. Казино выигрывает тот, кто хозяин. Остальные не выигрывают. Биз Кыргызстанга казиночун ачуу боюнча 6-чакылышта дагы келгенде ушул акыркы күндөрү вопрос көтөрүлгөн. Биз каршы чыкканбыз. Бул бизге туура келбейт деп ойлойм. Ошондуктан мен өзүм жеке казино ачууга колдобойм. Мен барган эмесмин, дагы ойногон эмесмин. Рахмат. Мен казино ачылышына каршымын. Себеби бул казино биздин кыргыз калкыбыздын жана мамлекетибиздин түйүнө жете турган оюн. Канчалаган үй бүлөлөрдү ажыратат, канчалаган балдары жетим калат казинонун айынан. Бакиев, Курманбек Салиевичтин убагында казинолор бар болчу, билесиз да. Ошол кезде канчалаган адамдар өз жанын кыйышты бул казинонун артынан. Себеби үйүн, машинасын туруп коюп, үй бүлөлөрүнөн айрылып калды. Ошон үчүн мен каршымын казиного. Это безысходность кабинета министров. Это абсолютно идущие против нравственно-духовной составляющей собственного народа. Это до добра не доведет. Как бы они ни оправдывались, что только будет исключительно иностранцы будет заходить, иностранцы будет учреждать, и тем самым они будут привлекать сюда определенные деньги, они глубоко заблуждаются. Это катастрофа, это безысходность, это отчаяние. Они сейчас, по-моему, скоро будут вносить предложение, что кто в минуты больше, чем 70 раз будет дышать, тоже надо обложить налогами, потому что бюджет надо пополнять. Поэтому я абсолютно категорический противник данной идеи. Отрицательно. Не поддерживаю. А сами когда-нибудь посещали? Нет, я не посещал и такими играми не увлекаюсь. Казиносы жок толтурсак жакшы болмок казынанчы. Биздин менталитетти эске алып, мусулман мамлекет болгондон кийин угайлычы эми эмне дейт. А вы сами когда-нибудь посещали казино? Жок. Вы знаете, вообще это хорошая инициатива, я так считаю, да? Так как Акылбек Сүйрөнбекович сказал, то, что там наши граждане не будут играть, я думаю, что сейчас вот ситуация с Украиной, с Россией, мне кажется, в этом году будет большой наплыв туристов из России, да? Поэтому мы могли бы подготовиться к этому и на Иссыкуле открыть такие центры, где только для иностранцев будет доступ. Если только не будут наши граждане играть, то я только за. Поддерживаю эту инициативу. Не знаю, на сегодняшний день, мне кажется, наше правительство пытается сделать все возможное, чтобы выйти из экономического коллапса, чтобы пополнить бюджет всеми способами. Как сказал Акылбек Усманбекович, если там не будут позволять гражданам Кыргызстана играть в этих игровых залах, то я думаю, возможно, это для того, чтобы пополнить бюджет, вполне приемлемо, мне кажется. Но контроль над этим должен быть
очень таким жестким. Скажите, вы сами азартный человек? Нет, я абсолютно не азартный человек, я никогда не играл, не ходил, не играл никогда. У меня нет такого азарта, да, даже, чтобы участвовать в этом. Спасибо. Спасибо.